Вот уже более полугода в нашей стране реализуется масштабный проект управленцев «Команда Абхазии». Первый сезон конкурса стартовал 12 февраля нынешнего года. Проект осуществляется по инициативе президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба и при поддержке первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Гостем нашей программы сегодня является генеральный директор ОНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте, Белла. Рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Я думаю, мы поговорим более детально о структуре конкурса «Команда Абхазии», о тех проектах, которые реализуются в рамках этого конкурса. Здравствуйте, Белла, еще раз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я уже в этой же студии мы с вами как-то беседовали о конкурсе команды Абхазии. Как вы подметили, 12 февраля этот конкурс стартовал, анонсировал его президент Бадра Зурабович Гунба. Данный проект реализовывается при поддержке российских коллег, в частности, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», которая по итогам конкурса сегодня проводит образовательную программу для финалистов конкурса управленцев команды Абхазии. Всего было подано 3200 заявок. После прохождения определенных этапов конкурса к финалу вышли 81 человек, из которых 22 человека были объявлены победителями. Некоторые из финалистов и победителей им были предложены определенные позиции в высших органах государственной власти в Республике Абхазия. Некоторым были сделаны соответствующие предложения в структуре государственной власти среднего звена. Многие из этих предложений были приняты. Сегодня много ребят из команды Абхазии трудятся на различных позициях в системе государственной власти Республики Абхазия. Как я говорил выше, на данный момент до ноября месяца у нас проходит образовательная программа в рамках мастерской управления «Сенеж», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Эти образовательные мероприятия проходят в формате 4 очных модулей и межмодульная работа дистанционно, онлайн. Здесь хочу отметить, что многие из ребят, которые являются участниками финала команды Абхазии, они физически, например, не проживают на территории Республики Абхазия, но, тем не менее, им это не мешает принимать участие в групповых работах, которые происходят в межмодульный период. Что касается деятельности команды Абхазии, с учетом того, какие цели, задачи поставлены. Прежде всего, команда Абхазии – это кадровый резерв для президента Республики Абхазия. Было найдено решение, и оно было обосновано необходимостью принятия различных проектных работ, их реализации. Президентом Республики Абхазия 13 августа текущего года был подписан указ о создании автономной некоммерческой организации «Команда Абхазии». По структуре данной организации это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является администрация президента Республики Абхазия как орган, обеспечивающий деятельность президента. Мы говорим о том, что данная организация в будущем будет позиционировать себя как платформа президента, направленная на развитие человеческого капитала в Республике Абхазия. Что касается управления данной организацией, в данной организации есть коллегиальный орган управления, называется он наблюдательный совет. В составе наблюдательного совета 5 человек. Президент Республики Абхазия является председателем наблюдательного совета ОНО «Команда Абхазии». Какие цели, задачи, какая была необходимость создания такой организации? Но здесь нужно понимать, что в Республике Абхазия у нас есть очень много различных вызовов, да, будем говорить так. Это
ограниченное международное признание, прежде всего из глобальных, это высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, это отток молодежи, но при этом у нас есть сильные наши стороны, это наши возможности, это уникальные географические ресурсы, богатое культурное наследие, сильные связи с Российской Федерацией. И в совокупности нужно, работая над вызовами, нужно использовать все имеющиеся возможности. И в этой связи здесь нужна консолидация усилий. Усилия со стороны общества, государства, бизнеса и различных других сфер. Вот как раз таки для того, чтобы была площадка для коммуникации всех заинтересованных сторон, это одна из таких необходимостей, по которому создана данная организация. Самая главная проблема, самая главная цель и задача, да, с которой мы работаем, это развитие человеческого капитала. То есть нам необходимо выявлять талантливых людей в Республике Абхазия. Чем раньше, в каком возрасте, да, мы это сделаем, тем лучше для того, чтобы правильно ориентировать человека, работать с его склонностями, талантами, развивать. Здесь задача стоит усиливать сильную сторону человека. Поэтому команда Абхазии с помощью различных образовательных программ, с помощью различных конкурсов, сегодня мы находимся на этапе своего становления как организация. Сегодня нам месяц как юридическое лицо, и при этом мы находимся в стадии реализации многих проектов. Может быть, это не так много в масштабах страны, но мы считаем, что за такой короткий промежуток времени с теми ресурсами, которые у нас есть, наверное, неплохо. Такую, может быть, неправильно так оценивать как бы самостоятельно себя, но тем не менее такая работа проводится. В частности, силами финалистов команды Абхазии инициированы ряд важных проектов. Многие из этих проектов были презентованы на встрече с Бадрой Зурабовичем Гунба и Сергеем Владимировичем Кириенко. 10 проектов были одобрены. Почему 10, а не больше? На самом деле проектов гораздо больше, но невозможно все проекты самые ключевые такие, да, презентовать. Да. Мы взяли как бы такую по важности, да, по важности социального эффекта, масштабу социального эффекта и презентовали именно эти проекты. Среди этих проектов есть проекты, направленные на улучшение социальной среды. У нас есть проекты, направленные на развитие туризма, на, скажем так, расширение туристических услуг, на увеличение количества событий, которые могли бы привлечь в Абхазию людей вне сезона. Таковым проектом является Абхазский рубеж, я являюсь ее руководителем. Есть проекты, связанные с развитием инклюзивного туризма для людей с ограниченными возможностями. Есть инициатива, связанная с экологическим патрулированием. Это когда мы все с вами, общество, будем иметь возможность фиксировать там, где появились, там, например, несанкционированные свалки, для того, чтобы в будущем мы могли на них реагировать. Либо с помощью своих сил и средств, да, там, собрались, убрали, или, там, допустим, привлекать к этому органы государственной власти, ну, чтобы они имели возможность в том числе мониторить. Проектов очень много, но здесь есть два важных проекта, это два конкурса. Это конкурс «Гостеприимная Абхазия» и конкурс «Новые медиа Абхазии». Немного расскажу об этих конкурсах, почему именно вот эти два направления выбраны как важные и требующие вмешательства здесь и сейчас. Но мы знаем, что у нас в Абхазии экономика зависит от туризма. И в частности, туризм в Абхазии, мы все так или иначе живем в этом, видим, что курортный сезон, он не такой как длинный, да, по времени, если взять. То есть фактически курортный сезон начинается в июне, заканчивается он там в сентябре. Этого недостаточно для того, чтобы мы, как государство, и свою экономику ориентировали на туризм именно в таком виде. При этом мы понимаем, что потенциал рекреационной республики Абхазия, он очень большой. И проблема не в том, что у нас нет, скажем так, мест для посещения. Нам нужны новые идеи. Идеи того, как с помощью наших условий привлекать как можно больше людей. Я хотел бы здесь сделать маленькую такую реплику по поводу названия, да, «Гостеприимная Абхазия».
гостеприимству в Абхазии учить не нужно. Но тут есть научный Объяснение. подход, научное объяснение этого вопроса. Когда мы говорим про туризм и про гостеприимство, это разные вещи. Гость – это тот человек, который приехал, находится здесь в связи там, с отдыхом, с работой, командировкой, какой-нибудь научной экспедицией. То есть любой человек, который приехал, это уже гость. Да. Турист – это человек, который перемещается для рекреационных целей. Да? То есть он хочет отдохнуть, кто-то хочет оздоровиться, кто-то хочет повеселиться, кто-то хочет, наоборот, тишины и спокойствия. Здесь есть разные аудитории. И поэтому, когда мы говорим про гостеприимство, это прежде всего про инфраструктуру. Конечно. То есть человек приехал, в какую гостиницу он заселился, как с ним там пообщались. Что рядом? Гостиница начинается с ресепшена, да, улыбнулись ему там, предложили кофе, пока нужно ожидать оформления. Это сфера обслуживания. Это сфера обслуживания, это то, с чем Взаимно. он сталкивается потом в номерах, есть ли там энергоснабжение, тепло ли там, прохладно ли там. Ну, Вышел за комфорт. пределы, да, Да, конечно, вот вышел за комфорт. пределы, он там в безопасности. Имеет ли он возможность безопасно покупать продукты, не вникая в подробности происхождения. То есть все, что нас окружает. Дети, смогли ли он, значит, пока он занимается там своим отдыхом, его дети должны чем-то быть заняты. Да? То есть детские площадки, детский туризм. Анимация. Это да, все много чего. такой большая совокупность многих факторов, которые определяют вот эту вот среду нахождения человека. Поэтому, когда мы говорим про гостеприимство и про обучение в рамках данного конкурса, речь идет о том, как правильно, какую правильную инфраструктуру создать человеку. И если говорить про конкурс, на сегодняшний день у нас в конкурсе принимают участие, идет набор, идет заявочная кампания, она продлится до 13 октября. На данный момент у нас есть определенное количество регистраций, там более 450 регистраций, и у нас есть определенная, скажем так, обеспокоенность в связи с этим, потому что мы уверены и знаем, что в Абхазии больше людей, имеющих в том числе креативные идеи. И я сегодня, пользуясь нашей возможностью, да, с помощью абхазского телевидения, обратиться ко всем, принять участие в данном конкурсе, зарегистрироваться. Прежде всего, ничего не бояться. Прежде всего, ничего не бояться, да, и самое главное, верить. Здесь нет никаких рисков для участвующего. Здесь есть приз, большой шанс, да. есть большой шанс. Мы хотим отобрать до 80 человек, которые получат хорошее образование, в том числе в мастерской управления «Сенеж». Их будут обучать лучшие. Теоретическая база будет сильная. Конечно, крепкая, там да? будет не только теоретическая, там будет возможность практики. Практики тоже, да. Конечно, они будут знакомиться с различными успешными кейсами, реализованными в Российской Федерации, с лучшими действующими лицами российской туристической индустрии. Это люди, которые создали из, казалось бы, городов, которые ничего из себя не представляют, сделали туристические центры. И с учетом наших возможностей сделать Абхазию посещаемой в круглый год, я думаю, что этому можно будет обучиться. Человек получит 1 000 000 рублей в качестве приза. Это безвозмездные деньги. Их не нужно будет возвращать. Да, конечно, для реализации тех или иных проектов. Но если проекты носят в себе хорошую идею, наполнены креативом, это что-то новое, требующее, значит, того, что Абхазия прям нуждается в этом проекте. Мы этот проект будем поддерживать, и данные проекты, их может быть несколько, могут претендовать на льготный кредит в коммерческих банках Российской Федерации. Это, кстати, очень такой актуальный вопрос, потому что многие задаются этим вопросом по финансированию дальнейшему. Возможно ли потом претендовать на льготный кредит? Да. Это как раз хорошо, что вы сейчас Конечно, проговорили. я сейчас не могу говорить о деталях, там, о процентной ставке и так далее. Эти вопросы для начала надо подать проект. Конечно, для начала нужно зарегистрироваться. Да. Зарегистрироваться на сайте. Если у кого-то будут проблемы какие-то технического характера, у нас работает колл-центр, многоканальный телефон,
сидят операторы обученные, они готовы ответить на любой вопрос и прямо в ручном режиме сопроводить каждого желающего зарегистрироваться. Еще такой момент, Георгий, извиняюсь. Вот по возрастному цензу конкурса можете вот сейчас на широкую аудиторию обозначить, что у вас от 14 лет и нет... От нет? 18. От 18, да? От 18 и нет порога, да, правильно? Верхнего возрастного предела нет, как и не было в команде Абхазии 18+, Да. и в гостеприимной Абхазии 18+. Мы не ставим возрастные ограничения, потому что талантливый человек В любом возрасте. в любом да. возрасте талантлив, а в возрасте Сознательном, человек да. еще становится талантливый и опытный. Поэтому мы ждем идеи отовсюду, от всех людей, которые, неважно там, какого возраста. Главное, чтобы это были граждане Республики Абхазия. Вот это очень важный момент. Далее, что я хочу сказать. Когда проекты в рамках этого конкурса будут отобраны, и если эти проекты будут нуждаться в административной поддержке, там, нужно будет выделить землю в каком-то там месте, или нужно будет определить место, где будет значит, этот проект развернут. То есть президент Республики Абхазия обещал здесь всецело поддержать этот проект, и мы можем рассчитывать на то, что административная поддержка любых проектов внутри она будет. Поэтому мы считаем, что данный проект заслуживает того, чтобы в ней приняли участие большее количество людей, для того, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию, это важно. и для того, чтобы мы выявили как можно больше Интересных идей, идей и, самое главное, людей. Здесь же что важно понимать? Важно то, что мы ищем людей, талантливых, способных. Этих людей будут обучать. Когда мы говорим об индустрии туризма, это они должны стать теми людьми, которые в будущем способны изменить всю архитектуру туристической индустрии в Республике Абхазия. То, как сегодня Более обстоят глобальном, дела, да? конечно, то, как Смысл. сегодня мы ведем модель бизнеса, там человек приехал, купил путевку, съездил там, на какие-то объекты, там Рица, Новый Афон, там Восточная Абхазия, там как бы какой-то там коэффициент полезного действия с точки зрения экономики, конечно, сиюминутно выгоду, конечно, человек, который оказывает услугу, получает, но мы ставим задачи более глобальные для того, чтобы люди ездили в Абхазию в большем количестве, а самое главное, мы хотим продлить туристический сезон на круглый год. И для этого у нас есть все возможности. Поэтому в будущем, когда будут более глобальные проекты, и у нас будут люди, которые обучены, у которых будет, кстати, в рамках конкурса, они будут удостоены звания мастер гостеприимства, что очень важно. Они получат дипломы об образовании. И поэтому это должен быть пул людей, которые должны будут изменить всю туриндустрию в будущем. Но, уважаемая Белла, тут очень важный момент. Сегодня, реализуя любой проект, об этом, обо всем узнают через медиа, через социальные сети. Очень актуальный. Да. Сегодня, открывая, к сожалению, интернет, мы видим картину не самую благоприятную при запросе Республики Абхазия, отдых в Абхазии и так далее. Что-то объективно, а что-то делается специально. Мы находимся в регионе, где с одной стороны также туризм, и с другой стороны туризм. Кто-то искусственно нагнетает вот эту вот... Такая нездоровая конкуренция. Да, получается, нагнетают вот эту негативную повестку. С нашей стороны мы, к сожалению, пока не способны этому противостоять полноценно. Да, конечно, у нас есть журналистская среда, у нас есть СМИ, у нас есть блогеры, но этого ресурса недостаточно. И поэтому, когда мы говорим о хорошем туристическом регионе, и мы должны эти проекты правильно презентовать, и любая критика, которая будет поступать, если эта критика конструктивная, конечно, ее надо принять, но так, чтобы мы получали искусственные отрицательные отзывы, с этим надо бороться. Поэтому есть другой прекрасный конкурс, называется «Мастерские новых медиа» или «Новые медиа Абхазии» она называется. Очень интересная программа, где может принять участие любой человек, который видит себя в публичном пространстве. Это могут быть блогеры, это могут быть журналисты, это могут быть режиссеры.
То есть это все Творческие то, это да, единицы, да. конечно, это те люди, которые должны создавать в будущем медиа прекрасные, позитивные для Республики Абхазия. Спасибо. Георгий, вот такой вопрос. Как вы вообще оцениваете интерес к конкурсу на сегодняшний день? Вот, насколько мне известно, вы презентовали этот конкурс, эти проекты во всех районах нашей республики. Вот что вы отметили для себя лично? Кто в большей степени участвует? Молодежь наша, да, вот креативная достаточно наша абхазская молодежь, либо более старшее поколение, либо какие-то еще другие для себя отметили моменты. Вот Мы интересно. в течение 2 недель совершили рабочие поездки с целью ознакомить с данными проектами, конкурсами все районы Республики Абхазия. Начали мы с Курчальского района. Везде мы увидели, ну, во-первых, надо сказать, что активность невысокая. Чувствуется страх какой-то, да, недоверие Чувствуется или страх? не то, что чувствуется вот какое-то, я бы сказал, больше непонимание. Ну, надо же понять, что такого рода конкурсы в Абхазии проводятся впервые. Впервые, конечно, И новый здесь опыт. есть, возможно, непонимание, возможно, недоверие. Мне сложно судить, но в целом мы наблюдаем по этим 2 конкурсам невысокую активность. Конечно, по новым медиа активность выше, потому что там люди, которые участвуют, это люди, которые так или иначе связаны с медиа, используют социальные сети. Для них что такое там регистрация, заполнить анкету, это не Легко, такая да, сложная легко. история. Поэтому там активность выше. Вот на сегодняшний день у нас 520 регистраций. Я Кстати, думаю, будет больше уже. сегодня регистрация по данному конкурсу будет закрыта. По гостеприимной Абхазии, как я говорил выше, 450 с лишним регистраций, что тоже невысокая активность, и поэтому еще Вы раз, продлеваете, мы проводим заявочную кампанию до 13 октября. По гостеприимной Абхазии финал будет проведен в конце января 2026 года, и все победители будут объявлены там. И, собственно, цель какая? Те победители, которые получат финансирование, задача, чтобы они свои проекты реализовали к следующему курортному сезону. Вот Достаточно примерно. короткий, небольшой Да, срок. очень. А вообще общее количество отобранных претендентов по проектам какое должно быть финальное? У нас по гостеприимной Абхазии до 80 человек. Ну, тоже не маленькое количество, Это да. достаточно Да, солидное да. количество. Для маленькой республики очень Да. даже. Ну и человек 60 по новым медиа. У нас примерно как бы так видится в программе конкурса. Вот. Тут по новым медиа хочется сказать, что необходимость данного конкурса, она обусловлена рядом факторов, в том числе то, что вот есть классическая журналистика, да, там классическая СМИ, информагентство, но, наверное, это все, весь мир стал принимать блогерский контент как данность и как то, с чем надо считаться относительно недавно. И в Абхазии та же самая история. У нас есть блогеры, у которых подписчиков больше, чем подписано на государственное информационное агентство. И этот фактор нам нужно учитывать и использовать его этот нужно фактор для использовать, того, чтобы безусловно, да. продвигать Абхазию, противостоять в этом информационном поле, информационной войне, если хотите. Мы все-таки все еще находимся в стадии решения больших геополитических задач. У нас есть нерешенные военные вопросы, поэтому вопрос создания в Республике Абхазия такого серьезного пула людей, которые в медиапространстве могли бы отстаивать интересы Республики Абхазия, это очень важно, и поэтому вот в рамках конкурса мы будем изыскивать именно таких людей. Георгий, вот еще такой момент. Могли бы вы на примере обозначить тех людей, которые являлись победителями конкурса команды Абхазии и в нынешней ситуации сейчас, в наше время, уже возглавляют те или иные министерства и ведомства в правительстве нашей страны? Это как пример для подражания, да. скажем так. Для того, чтобы дополнительно мотивировать да, людей. мотивация. Но по итогам конкурса команды Абхазии, большого конкурса, что это все действенно. да, у нас занял должность министра экономики
Теймураз Миквабе, министр энергетики Батал Мушпа, это финалист конкурса, победитель конкурса Саид Цвинария возглавил Государственную миграционную службу. Ну, ключевые позиции. Да. Майя Цибулевская заняла позицию начальника управления в Министерстве образования Республики Абхазия. Ну и много разных других, вот, Да, там скажем 22 так, человека, получается, да, из финалистов. Смотрите, тут нужно понимать одну очень важную вещь. Человек, который оказался в финале, статус победителя больших преимуществ, скажем так, не дает. Самое главное вот дойти до финала. До финала доходят те люди, у которых есть определенные управленческие навыки и компетенции. У кого-то они выше, у кого-то они ниже. И работа в рамках мастерской управления Сенежа, она выстроена на работу как в общем, как с группой людей, Да, командная. так и индивидуально с каждым. Здесь надо отметить, что у нас в рамках мастерского управления Сенеж обучение проходит также руководители, действующие руководители центральных органов власти и главы администрации городов и районов Республики Абхазия. В ближайшее время, в октябре, на федеральной территории Сириус будет проходить третий очный модуль, где будут совмещены образовательные программы для действующих руководителей с финалистами команды Абхазии. То есть идет такая методичная коммуникация, да, работа по выстраиванию именно вот командности в решении тех или иных задач. Но очень знаково, что именно вот этот конкурс, этот проект особо так тепло поддерживается президентом, и он всегда в доступе. И, насколько я понимаю, он периодически участвует в тех или иных ваших мероприятиях и обсуждениях, и любой желающий может задать вопросы и президенту, и другим руководителям нашего правительства, для того, чтобы было понимание вообще, что этот конкурс конкретно может дать тому или иному участнику. Конечно, да, здесь надо отдать должное президенту, он всячески находится В формате легкой беседы, во взаимодействии, вот, да, в тесном видела, взаимодействии с командой Абхазии. Он в курсе любых инициатив и проектов, он знает о ходе реализации любого проекта. Мы ему периодически докладываем о том, как у нас обстоят дела в различных проектах. Более того, надо сказать, что все руководители различных профильных направлений, министры, главы администрации городов и районов, глава администрации города Сухум, в частности, очень много проектов поддерживает, руководители различных республиканских унитарных предприятий. Все открыты к взаимодействию, и любые проекты, которые осуществляются финалистами, победителями команды Абхазии, воспринимаются и находят поддержку во всех инстанциях. Но диалог сложился. Диалог, можно властью, констатировать, да, что да, диалог да, сложился, это важно, да, это важно. Усилия консолидированы. Я думаю, что эффект будет, просто нужно понимать, что не все проекты дают результаты здесь и сейчас, некоторые из них направлены на долгосрочную перспективу. В частности, есть у нас проект, связанный с обучением нейросетей абхазскому языку. Эта работа рассчитана на 10 месяцев работы, ну и эффект, соответственно, от того, что нейросети заговорят на абхазском, это тоже вопросы 5-10 лет оценивания. Но мы понимаем важность этого проекта, руководство Абхазии понимает важность этого проекта в целях сохранения и развития абхазского языка. Сегодня в век, когда искусственный интеллект уже решает многие задачи, конечно же, важно, чтобы абхазский язык в недрах нейросетей был сохранен. И этот проект один из таких долгосрочных, но очень значимых проектов в деятельности команды Абхазии. А вот лично вы какой-то для себя выделили проект, который вам импонирует, может быть, с какой-то определенной направленностью, наполненный каким-то таким креативом содержательным? Что именно? Но я выделю все-таки, я подхожу к вопросу, я более, скажем так, такой практичного такого подхода. Я являюсь большим, скажем так, таким, скажем так, поклонником того, когда абхазский язык присутствует везде и всюду.
И я очень поддерживаю эту инициативу. И для меня важно, чтобы вот, в частности, в наши гаджеты абхазский язык переселился полноценно. Поэтому для меня этот проект, и, кстати говоря, этот проект, он будет именно подаваться на реализацию именно от команды Абхазии. А Там кем именно, не источники называют. финансирования данного проекта, проект дорогостоящий, источники финансирования разные. Сейчас мы находимся в стадии, Поиска. скажем так, укомплектования. Есть у нас предварительные договоренности. Можно говорить о том, что этот проект, скорее всего, будет. Но пока преждевременно, будет неправильно сейчас, если мы будем называть Автора не будете называть, стороны. Ну, авторы здесь, Это надо командная, сказать, да? что это команда, это группа людей, это не один человек. Понимаете, тут важность команды заключается в том, что когда есть площадка, где мы коммуницируем между собой, а в командах собираются, внутри команды Абхазии есть 10 различных групп различной направленности. Кто-то занимается общественными вопросами, кто-то занимается инфраструктурными вопросами, кто-то занимается... Взаимодействие должно быть. И внутри общее. этих групп находятся люди различных профессий, различных взглядов, различных возрастов и поколений, где происходит разность взглядов и мнений. Когда происходит коммуникация, обсуждая различные проблемы, конечно, рождаются хорошие креативные идеи. И самое главное, чтобы мы смогли эти идеи реализовать. Но мы находимся в стадии, скажем так, организационного становления. Я думаю, что мы такого рода проекты реализуем. Кстати, в ближайшее время будет реализован очень интересный проект 27 сентября на День города. День освобождения города Сухум. День освобождения города Сухум. Мы попозже анонсируем данное мероприятие. Но на сегодняшний день запущена совместно с администрацией города Сухум акция «Чистый двор», где мы будем выявлять наиболее, скажем так, дружные дворы, которые сумели там лучше всех облагородить свои дворовые территории. Это очень важно, когда мы говорим о благоустройстве, это среда обитания. Среда обитания очень влияет на самочувствие и настроение человека. Поэтому важно, чтобы все, что есть вокруг нас, было красиво. Спасибо. Ну и в завершение нашей беседы, я думаю, резюмируя, да, ее, хотелось бы от вас услышать какие-то мотивационные советы для потенциальных участников, что могло бы их сподвигнуть для того, чтобы они приняли участие в этих проектах. Я считаю, что данные конкурсы представляют собой большие, хорошие возможности для каждого человека. Реальные возможности. Реальные возможности, они вполне понятны, вполне осязаемы. Это и денежные призы, это хорошее, высококачественное образование, где преподавателями являются известные российские деятели туристической индустрии, медиаиндустрии. Вот я думаю, что будет продемонстрирован ролики, в которых будет видно то, как происходит обучение в том числе. Поэтому эти возможности нам необходимо использовать. Сегодня у нас есть уникальная возможность получить финансовую поддержку, получить качественное образование, получить возможность практических каких-то развитий, повысить там насмотренность на различные успешные проекты, которые уже реализованы. И поэтому мне кажется, что здесь эту возможность нужно использовать всем, поэтому я очень хочу, чтобы с большей серьезностью, с более повышенным интересом отнеслись к данным проектам. Как молодежь, так и люди взрослого поколения. У нас нет возрастных пределов. От 18 лет любой человек может самостоятельно принять участие. Объективность, прозрачность и вот гарантированность того, что все будет происходить. У нас есть экспертный совет конкурсов. Они состоят из российских и абхазских экспертов. У нас есть наблюдательные советы конкурсов. Мы их анонсировали. И поэтому здесь все прозрачно, все честно. Поэтому мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы найти тех людей, которых можно было бы развивать. И это и есть развитие человеческого капитала в Республике Абхазия. Большое спасибо за такую
детальную, интересную беседу, Георгий. Я думаю, что я абсолютно уверена, что сам проект команды Абхазии и те проекты, конкурсы, которые реализуются в рамках этого масштабного, да, проекта, они имеют хорошую такую стартовую площадку, и я думаю, что все это скажется на нашей жизнедеятельности в нашей республике, в нашей Абхазии. Спасибо еще раз. Спасибо. Сегодня действительно прекрасная возможность представить проекты, разработанные командой Абхазии. Я бы хотел отметить, что ряд проектов уже воплощается в жизнь. Это экологическая программа, которая дает, безусловно, особый стимул для решения тех экологических проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной. Дорогие друзья, я не раз говорил, еще раз повторяю, я верю в команду Абхазии, я верю в то, что люди, которые сегодня стремятся улучшить качество жизни граждан нашей страны, имеют огромный потенциал, за что я вам искренне благодарен.